перерыв в стартах, и у меня появилась возможность уделить внимание детям. Вот, поэтому я счастлив, что поддержал своих младших товарищей и считаю, что каждый успешный спортсмен должен тиражировать и передавать свои знания. А что вами движет? Вы, значит, уже выиграли золотой олимпийский медаль, но все равно вот вторую олимпийский медаль выиграли, имеете звание чемпиона мира. Что движет? Что снова и снова дальше идти? Вы же знаете, сегодня я про это говорил, это хорошая зависимость, когда ты поднялся на вот эту ступеньку, тебе же нравится, это же приятная эмоция. Вот. А у меня очень хороший пример перед глазами. Сайтиев, Карелин, это те люди, на которых я равняюсь. Моя мечта также по-прежнему в сердце живет, стать трехкратным. Только я не поехал, но верю, что будет Париж. Я, в принципе, нахожусь в хорошей форме. Недавно стал победителем Лиги Поддубного, чемпионат России выиграл. Я по-прежнему получаю огромное удовольствие от борьбы. И сегодня испытываю радость от того, что еще есть возможность уделять внимание детям. Уверен, что одно другому не мешает, а наоборот меня заряжает такие мероприятия. Я испытываю огромную радость и гордость от того, что могу поддерживать молодежь и направлять их в правильное русло. Потому что сегодня, к сожалению, много факторов, которые отвлекают молодежь, и алкоголь, и всевозможные, так сказать, расслабляющие вещи. Вот, поэтому очень важно их направить. Это и родителям, и тренерам. Вот, а мы лишь немножко подтолкнем их на тот путь, который принесет им много радости, много, с одной стороны, трудностей, но с другой стороны, трудности нас делают сильнее. Это парни, которые в жизни себя проявят, не только в спорте, но и в жизни они будут достойными защитниками нашей Родины. А есть ли у вас какой-нибудь лозунг такой свой? Лозунг, особенно сегодня, он актуально звучит, это «делай то, что должен, и будь, что будет». Потому что, видите, от нас сегодня мало что зависит. Сегодня так сложились обстоятельства, что нет стартов. Понимаю, что время не на меня работает, я не молодею, но верю в лучшее, верю, что Олимпийские игры состоятся, что российские спортсмены в скором времени вернутся на международную арену, и мы вновь докажем, что мы являемся лучшей командой в мире. Спасибо большое. Спасибо. Про своего тренера Виктора Михайловича Кузнецова, что можете сказать? Это главный подарок судьбы. Это Михаил Кузнецов. Это человек, который воспитал, человек, который передал весь свой опыт. Это мой наставник, тренер. Дай Бог ему здоровья. Мы виделись недавно, но сегодня не так часто, потому что Михайлович уже в возрасте, уже не ездит со мной по сборам. Вот. Но горжусь тому обстоятельству, что он мой тренер. Арман, хочется услышать про Мреева, нашего земляка. Да, Евгений Мреев – это человек, который прославлял Новосибирскую область. Он был тренером потом, он тренировал также и меня в первые годы. Он пришел в школу, когда я был совсем маленький, он набирал группу. Есть даже фотография вот такая, я обязательно Дмитрия Румовича, человека, который поддерживает греко-римскую борьбу, здесь возьму ее и потом обязательно покажу всем вам. Вот, этот человек сыграл очень важную роль в моей спортивной карьере. Я безмерно благодарен, светлая ему память. Я счастлив, что сегодня работает зал его имени, что есть такие люди, которые его имя держат на слуху, и молодежь сегодня знает. Благодаря Дмитрию Румовичу Ушницкому, это тоже мастер спорта международного класса из Новосибирска, сегодня здесь живет, работает, но тренировался в Новосибирске, получил основную базу борцов в Новосибирске. Вот, поэтому сегодня хороший лозунг: вместе мы сила, вместе мы также будем двигаться. Якутия – это территория борьбы, это испокон веков было и должно продолжаться, как сказал